Уважаемые друзья, к году педагога и наставника мы представляем вам книгу о старейшем учителе бурятского языка и литературы Агахангильской средней школы Магойтуйского района, отличнике народного просвещения Дугаровой Мадыгме Баракшоновне, с большой любовью подготовленной к изданию ее ученицами Аримой Рабдановой и Жаргалмой Санжамитуповой. Уважаемые земляки, Мадыгма Баракшоновна была автором двух книг. Ею проводилась большая исследовательская работа, результатом которого явилось издание книги о Жалшыба-Тарнитовой хитне, которая была посвящена землякам-фронтовикам и труженикам тыла села Агахангил. Вторая книга «Улан-Туя. Колхозы Зонтухай». Она отражает историю жизни людей ее малой родины. Это бесценный материал для судунтуйцев, так как при объединении двух колхозов Улан-Туя был реорганизован. Мадыгма Баракшоновна собиралась выпустить третью книгу о своей педагогической деятельности к столетию Агахангильской средней школы. И мы с Жаргалмой Батацареновной решили довести начатое дело до конца. Для меня Мадыгма Баракшоновна, как и мои родители, дала бесценные знания бурятского языка. Она, как мудрый учитель, научила грамотно писать, читать, общаться на родном языке. Благодаря ее стараниям, я думаю, что во многом в жизни добилась успеха. Поэтому воплотить мечту нашего наставника для меня было, с одной стороны, волнительно, а в то же время очень ответственно. Мы по крупицам собирали материал из рукописи нашей учительницы, старались, чтобы кладезь мудрости учителя могла быть доступна и для многих поколений. Очень хочется, чтобы наш бурятский язык, культура и традиции процветали. Рецензентом издания является директор Государственного архива Республики Бурятия, доктор исторических наук Жалсанова Путит Цыдыбмукуевна. Прочитав книгу, вы можете окунуться в прошлое, безмятежное советское детство с пионерскими отрядами и комсомольско-молодежной бригадой, работой на стрижке и на колхозном поле, с путешествиями и отдыхом за хорошую учебу и активное участие в общественной жизни школы. Это рассказ о детстве целого поколения, о вещах, о которых сегодня мы вспоминаем с ностальгией и любовью. Педагог, учитель. Эти святые слова в жизни у каждого человека имеют одно из самых важных значений. Вспоминая учебу в Агахангильской средней школе, хочется выразить слова огромной благодарности в адрес наших дорогих, родных учителей, которые отдавали частичку своей души и учили нас разным предметам, учили коллективной жизни, дружбе. Наша классная руководительница Тарима Дугаровна привила нам любовь к родному языку, культуре, обычаям и традициям нашего народа. Занимаясь под ее руководством в литературном кружке «Ашон», учились писать стихи. Любовь к театру, заложенная моим учителем, осталась на всю жизнь. Тарима Дугаровна много писала о земляках, о малой родине, учениках. И очень отрадно, что ее произведения увидят свет и будут источником ознакомления с историей своего села для молодого поколения. Мадыгма Баракшоновна проработала в Агахангильской школе сначала учителем начальных классов, а после окончания Бурятского государственного института имени Доржи Банзарова учителем бурятского языка и литературы около 40 лет. Ею было выпущено 4 выпуска, один из которых она довела с 1 по 10 класс. Книга разделена на 3 части. Первую часть
Турул тонтыба тургын абынган ютыкта составляют биографические записи Мыдыгмы Баракшоновны о своей жизни, своих родственниках, об учебе в школе и педагогическом училище. Вторая часть Хадым-это Хадым-абын хангай хэхэн ютыкта посвящена родине ее мужа Рабданова Дугар, село Агахангил, его людям. Вместе с Дугаром Аишевичем вырастили и воспитали 4 детей. Она была доброй, заботливой, отзывчивой мамой и любимой бабушкой для своих внуков. Мыдыгма Баракшоновна рассказывает об истории Агахангильской школы, учителях, с которыми бок о бок проработала много лет, своей работе в школе, о своих любимых учениках и общих достижениях. В третью часть Ошын кружовой гшуды соглолбре вошли пословицы, благопожелания, скороговорки, загадки, тексты песен, собранные Мыдыгмой Баракшоновной, а также членами кружка. Это ценный фольклорный материал, который стоит изучать учителям бурятского языка, любителям народного фольклора. Здесь Мыдыгма Баракшоновна открылась совершенно с новой стороны, как исследователь устного народного творчества. Интересными представляются первые литературные пробы учеников Мыдыгмы Баракшоновны, с которыми она занималась в созданном ею литературном кружке Ошын. Достоинством книги является то, что написано на великолепном бурятском языке, легко читается. Материалы книги могут быть использованы не только учителями бурятского языка, но и будут ценными для всех, кто интересуется историей Агинского округа, историей бурят.